Бедность – одна из главных проблем в современном мире, и искоренить ее можно только совместными усилиями. Существует много эффективных способов борьбы с нищетой, одним из которых является благотворительность – бескорыстная помощь тем, кто в ней нуждается. У нас в регионе есть несколько благотворительных центров, которые помогают остро нуждающимся жителям региона. Один из них является фонд «Вошел», где на днях побывала моя коллега Фериде Ядеева. Этот мир настолько плох, что доброта затмевала зло. И пока на свете есть люди, готовые творить добро, справедливость не иссякнет. Вот о таких людях мы хотим вам и рассказать. В последнее время становится все больше благотворительных фондов. Обойдя острые углы этого вопроса, скажем, добра становится больше, это не может нас не радовать. Благотворительный фонд «Вошел». Сегодня поговорим о нем. Образован фонд в апреле 2015 года, и нужно отметить, что сделано за это время немало. Сколько подаренных минут счастья, улыбок не сосчитать. Добро размеров в купицу возвратится многократно несокрушимая истина. Именно эти слова стали лозунгом фонда «Вошел». Молодые люди, объединенные общей целью, изо дня в день отдают свое свободное время, свои силы на доброе дело. Наш фонд образован недавно, около 7-8 месяцев. С апреля мы начинали, а так каждый день трудимся. Скажите, что входит в ваши обязанности? Наш фонд, так, в обязанности у нас ничего не ходит, мы помогаем, в основе у нас общественные работы. Мы проводим общественные работы, а так помогаем индивидуально. Кому-то продуктовой помощью, кому-то делаем стройки, кому-то там газ там, и так далее. Также мы обустроили медресе в новом микрорайоне селения Яндари. Стараемся по мере своих возможностей каждый день трудиться на благо общества. Номер фонда – это мой номер. Ко мне иногда около 100 звонков делают каждый день, обращаются за помощью. Так, всем нужно бывает объяснять там и так далее. Но очень много нуждаются в нашей республике, к сожалению. Хотим получить грант и открыть завод по изготовлению блоков. Также мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Солидарность». Они нам оказывают материальную помощь, а мы, естественно, строим. Вот, а так, планы у нас еще много-много еще впереди. Уже около 700 семей в списке добродетелей, более того, еще 300 ждут своей помощи. Помогают продуктами питания, одеждой, в исключительных случаях и морально. Теплая одежда сейчас самая главная помощь малоимущим, многодетным семьям. Обычная простая семья, у нее 2 дочери, сына нет, мужа нет, братьев тоже нет. Жила она до сих пор очень бедно, кто как мог ей помогал. Она обращалась в разные структуры, начиная с местной администрации и дошла до президентской администрации. Помощь была, но чтобы явно такой помощи мы не можем сказать, мы не видели, по крайней мере. Вот сегодня здесь организация «Вошел», они пришли, проверили все условия, в каких она жила, и решили ей помочь построить дом на свои средства. И мы знаем также, что еще и фонд солидарности им помогал, тоже оказали финансовую помощь. И это очень большое дело, то, что они делают. Но помощь этой женщине, я скажу, что нужна была очень сильно. Она человек очень замечательный, как соседка мне, она, если честно, она очень сильно помогает. И как мать она мне, и как сестра, и как соседка, и как подруга. В общем, у нас очень хорошие, со всеми соседями отношения хорошие у нее складываются. И каждый из нас знает, как тепло и уютно возвращаться домой после тяжелого, трудного рабочего дня, где твои родные с нетерпением тебя ждут, приготовив горячий ужин. Представили? А теперь давайте поговорим о тех, кому некуда возвращаться, да и готовить горячий ужин не из чего. Картина по меньшей мере грустная, не правда ли? Вот именно такой семье помог фонд построить дом. Свой собственный дом, где будет собираться вся дружная семья за круглым столом. Отдав замуж 2 дочерей, Пятимат Алиева, одна осталась жить в жилой избушке, которой и дом назвать-то и нельзя. Люди, оказавшие помощь обездоленным в трудный момент, не останутся без милости Всевышнего. Мы, безусловно, должны быть внимательны к чужому горю, ведь среди нас очень много нуждающихся.
Также немало и тех, кто в силах помочь в большей или меньшей степени. И без сомнения, помощь ближнему – наша обязанность. Фонд Вошел является примером достойных поступков. Думаю, у нашей молодежи есть нужный ориентир. Теперь строительство дома уже на завершающем этапе. Проложена крыша, начнутся отделочные работы. О чем может мечтать человек без крова? Счастье накрывает от одной мысли, что у кого-то сбылась самая заветная мечта. Люди, о которых мы сейчас говорим, действительно нуждаются в помощи. Фонд Вошел при поддержке религиозных деятелей села провели осмотр домовладения, и мы пришли к выводу, что дом нужно строить новый. Молодые люди, проявившие инициативу, достойны самых лучших слов. Вместе мы идем к общему результату – закончить все работы до наступления холодов. Еще немало дел и планов впереди. Всевышний в помощь всем, кто на правильном пути. Не хочется банальных пожеланий. Храни вас Аллах, и пусть будет больше людей с теплыми сердцами. Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. Так давайте дарить тепло искренне и от души, ведь дающий милостного ради Всевышнего намного выше просящего. Передаю Андиева, Анзор Чахкиев, Ахмед Гандаров, Утро Ингушетии.